В Сыктывкаре завершается ремонт железнодорожного вокзала. Само здание, перрон и прилегающая территория до конца года значительно преобразятся. Вокзал станет украшением города и при этом доступным для маломобильных пассажиров. Работы в рамках инвестиционной программы РЖД выполнены уже на 80%. Алексей Корчма оценил фронт работ. Городской вокзал с фасада пока что обнесен забором, реконструкция входной группы в самой активной фазе. Неудобства временные, к Новому году работы на объекте полностью завершат. Он станет комфортным для всех без исключения пассажиров. Ко мне обращаются жители республики с жалобами на грязь на железнодорожном вокзале города Сыктывкара. Хочу сказать, что сейчас там идут ремонтные работы по адаптации вокзала для маломобильных пассажиров. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Работы по созданию безбарьерной среды ведутся в здании вокзала и на платформе. Сейчас завершается адаптация комнаты отдыха для пассажиров с ограниченной возможностью. Сыктывкарский вокзал станет доступным для маломобильных граждан. С фасадной части обустроят пандус. Еще один появится с торца здания. Дверные проемы существенно расширят. Для инвалидов установят информационную систему «Исток». Построят зону отдыха, душевую и санитарную комнату. Дверные проемы и доводчики сделаны под маломобильных пассажиров. Значит, пойдемте сюда, санитарные комнаты, как мы видим. Также установлены уже кнопки вызова для персонала, поступающий на дежурного по вокзалу, вокзального комплекса Сыктывкара, раковина и санузел. В залах ожидания новые окна, вся электрика, батареи. На полу цивильная плитка. Вскоре заменят кресла и установят информационное табло. Еще одна изюминка – символичный арт-объект железной дороги. 300-литровый подстаканник с силуэтом Сыктывкарского вокзала. Отремонтированы кассовые залы. На платформе установлено новое освещение системы оповещения, продолжается обустройство санитарных комнат и ремонт вестибюля. Произведена перепланировка, расширенные дверные проемы для передвижения маломобильных граждан. Заменена электрика, отремонтирован потолок и стены и производится сейчас стяжка пола. Большой фронт работы на перроне вокзала. Со дня на день здесь завершится асфальтирование. 6000 квадратных метров выравнивающего слоя, 100 тонн асфальта сверху толщиной 5 сантиметров. Подрядчики соблюдают технологию ремонта. Полотно предварительно подготавливают, очищают от влаги и пыли. Всегда перед началом работ очистка покрытия, его обеспыливание, производим его, сушим, если есть необходимость. Но сегодня, слава богу, ночью осадков не было, но тоже мы контрольные работы все произвели и спокойно укладываем, погода позволяет. Асфальт поступает проектной температуры, нужен температурный режим, мы за ним следим. На заводе выпускается не более 180 градусов, у нас прибывает 170-175, укладываем, все хорошо, проблем нет. Планы о реконструкции Сыктывкарского вокзала в части его доступности для маломобильных граждан согласовывались с региональным отделением Всероссийского общества инвалидов. После завершения ремонта здание станет отвечать современным требованиям, так же, как и новые вокзалы в Емве и Сосногорске. РЖД России очень ведет достаточно серьезную политику в отношении создания условий доступности на своих всех вокзалах. В том числе у них в планах есть даже маленькие. То, что касается Микуни, Печоры, Воркута, работа непочатый край. Еще очень многое надо сделать, потому что как таковой полной доступности ее, конечно, нет. Но нас на сегодняшний день спасает это оказание ситуационной помощи. То есть на вокзалах обученный персонал, который может тебе оказать эту помощь, сопроводить тебя, и хотя бы таким образом ты получишь ту услугу, за которой пришел. Ремонтные работы на Сыктывкарском вокзале завершены на 80%. В ближайшие дни покрасят фасад здания. Подрядчик обещает сдать объект до конца этого года. Алексей Корчма, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.